Всем доброго утра, хорошего настроения. Это «Утро Якутии». Начинаем день вместе с нами. С вами Вероника Тамтосова. Ну что, сегодня поговорим о будущем. Дроны, доставщики бороздят просторы неба и доставляют нам уже, не знаю, заказы, продукты, может быть, лекарства. Это уже не будущее, это реальность. И мы увидим, как это будет. Поговорим с нашим замечательным гостем о том, как проходит диспансеризация, что вечером тоже можно прибежать к врачу, пройти обследование, а не говорить, что вы вечно заняты. Да, вот такие новости. Ну, а прямо сейчас давайте поговорим о народных приметах. Итак, утренний дождь, снежная зима, солнце до полудня, морозный декабрь, муравьи строят высокие кучи, жди лютых холодов. Ну, вот такое предсказание погоды на сегодня. Ладно, шучу. Сейчас зачитаем, что реально, а приметы можете проверить, вдруг правда сбудутся. Итак, в центральных районах 9-15 градусов тепла, в Заречной группе плюс 11, плюс 19, южных 13-17 со знаком плюс, в Вилюйской группе плюс 9, плюс 13, Нижнеленских 8-13 градусов тепла, в западных плюс 9, плюс 15, в Колымо-Индигирской группе Улусов сегодня 18-5 градусов выше 0, в Янских плюс 4, плюс 12, на северо-западе 5-15 со знаком плюс. В столице сегодня в 6 часов утра температура воздуха достаточно прохладная, 9 градусов, имейте в виду, надеваем кофточки, курточки, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем пасмурно, без осадков, ветер западный от 1 до 3 метров в секунду. Порывы достигнут 9 метров в секунду. Довольно прохладно. Температура днем уже такая осенняя, плюс 13, плюс 11 градусов. Ну, еще кадры такие летние, хорошие, так приятно смотреть, что еще солнышко. Надеюсь, что оно нас еще погреет. Вообще пробуждение изнутри. О чем я? Это как первая капля росы на лепестке. Зарядка пробуждает каждую клеточку. Она мягко, но уверенно разгоняет сонную кровь, насыщая организм кислородом. Тело включается плавно, а не рывками, как от будильника. Что, похоже на мантру? Добавим к этому еще йогу, и получится идеальное утро. Всем доброе утро, меня зовут Виктория Чиннова, я сертифицированный тренер по йоге. И сегодня мы с вами сделаем бодрящую зарядку-разминку. Во-первых, можно начать с массажа мячом. Если у вас есть обычный теннисный мячик, вы можете сделать такой бодрящий массаж стоп. Для этого нужно промять все стопы и прокатить мячик по всей стопе на одной, и то же самое сделать на второй ноге. Теперь приступим к самой разминке. Становимся в тадасану, ножки параллельно друг другу, стоим ровно, коленки подтягиваем, бедра подтягиваем, таз направляем вперед. Поднимаем ручки вверх, вытягиваемся, ставим ручки верхние на мосты и вытягиваемся назад, а таз тянем вперед. Затем, опускаясь, можно согнуть коленки и притянуться животом к бедрам, а опуститься вниз ручками либо положить на коврик, либо положить под икры. Отлично. Следующее. Становимся ближе к краю коврика, отшагиваем левой ножкой назад, правая ножка остается у нас спереди. Угол соблюдаем 90 градусов, либо чуть больше, но меньше нельзя. 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, вытягиваем позвоночник вверх, таз подтягиваем вперед. Наклон назад, вдох. С выдохом сильная становится задняя ножка, вытягиваем ручки вперед, живот ложим на бедро. Отлично. Затем правую ручку на колено, перед собой и вытягиваем левую ручку вверх, вдох, задняя ножка сильная, выдох. Возвращаемся, подшагиваем левой ножкой вперед. Отлично. Восстанавливаем дыхание. То же самое на другую ножку, вдох, таз вперед, с выдохом наклон вниз. Отшагиваем правой ножкой назад, угол 90 градусов. Поднимаем ручки вверх, наклон назад, таз вперед. Вытягиваем ручки вперед, ложимся на бедро, задняя ножка становится сильнее. Левая ручка на колено. Ставим перед левой стопой и поднимаем ручку правую вверх к потолку. Вдох и выдох. Отлично.
Возвращаемся в исходное положение. Значит, становимся по центру коврика. Ножки чуть пошире. Пальчики заворачиваются вовнутрь, ножки параллельно друг другу. Стоим удобно. Таз подкручиваем вперед. Ручки поднимаем вверх, вдох. С выдохом наклон параллельно полу. Правая ручка идет у нас на левое колено. Левая ручка разворачивается к потолку. Плечи от ушей назад. Вдох. С выдохом мягко меняем положение. Левая ручка на правое колено. Правая ручка вверх. Вдох. Выдох. Отлично. Возвращаемся на место. Собираем ножки. По-моему, очень гармоничное утро. Но вообще представьте утро, вы открываете шкаф и не испытываете стресса. Все вещи идеально сочетаются друг с другом, подходят к вашему образу жизни и к вам, к лицу. Звучит как фантастика? Это реальность капсульного гардероба. Это не про аскетизм, а про осознанный выбор и настоящую свободу от хаоса. Как собрать свою идеальную капсулу, которая освободит ваше время, кошелек и голову для действительно важных вещей, узнаем прямо сейчас. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габушева, и сегодня мы с вами продолжаем стоять на стороне моды и стиля. И сегодня поговорим про стиль минимализм, потому что именно этот стиль очень часто помогает нам классно сэкономить, потому что именно капсульный гардероб, минимум деталей – это то, что является основой данного стиля. В минимализме нельзя обойтись без идеальной формы и, конечно, натуральных тканей. Здесь у нас белая рубашка, хлопковая. Такие рубашки прекрасно сочетаются с разными вариантами одежды, как синие джинсы, объемные юбки, все возможные брюки, костюмы. И в такой рубашке можно отправиться как летом на пляж в сочетании с воздушными какими-то материалами и точно так же отправиться в ней на работу в офис. Есть ошибочное мнение, что минимализм – это про аскетизм и некоторую внутреннюю скупость. А я, например, так не считаю. Я уверена, что минимализм может быть классным и красивым. Основа минимализма именно в том, чтобы подобрать одежду хорошего качества, которая идеально сидит по фигуре. И, безусловно, это те самые вещи, которые идеально сочетаются друг с другом. Также сторонники минимализма стараются подбирать одежду костюмами, чтобы легко и быстро делать образы. Потом данные вещи можно, скажем так, разоединить, в разные образы интегрировать. Здесь у нас вот такой вот топ из льна, очень красивый, простой по своему крою и фасону, что тоже является основой стиля. И такие вот синие брюки, кстати говоря, о цветах для данного стиля. Лучше всего выбирать спокойные оттенки, которые идеально сочетаются с другими. Например, цвета ахроматы, такие как серый, черный, белый. И дополнять их уже, например, синим, возможно, изумрудно-зеленым и бежевыми кремовыми оттенками. Все остальное, скорее всего, придется воздержаться, но зато как удобно при сочетании образов. Минимализм – это не так просто, как кажется на первый взгляд. Минимализм – это всегда про очень качественные материалы и идеальный крой. Здесь у нас идеальное платье-рубашка, которое можно использовать и как плащ, и как пальто, и использовать, например, как самостоятельный предмет гардероба, дополняя на талии, возможно, ремень, расстегивая верхние пуговицы, например, сочетая с белым топом, да, или с цветными оттенками, в случае, если вам хочется добавить акцента. Ну и, конечно, в минимализме очень важно качество обуви, сумок и других аксессуаров, которые вы внедряете в данный образ. В минимализме можно разгуляться, потому что есть огромное количество интересных фасонов без лишних деталей. Плюс их, опять же, как я говорила, очень легко сочетать с разными вариантами. А данный костюм, мне кажется, идеальный для сочетания с белым топом, белой футболкой. Такой образ идеально подойдет для носки и в офис. Также вы сможете комфортно в нем себя чувствовать, например, на вечеринке, в случае, если подберете иные аксессуары. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей.
Якутяне, чьи дома пострадали от паводка, получат компенсации на восстановление жилья. На капитальный ремонт 122 поврежденных домов будет выделено по 200 тысяч рублей каждой семье, сообщил на брифинге главный специалист Минстроя Республики Александр Попов. По его словам, ведомство завершило обследование пострадавших территорий. Наибольший урон стихия нанесла Аймиконскому району, где повреждено 108 домов и еще 5 признаны полностью утраченными. В Абыйском районе зафиксированы повреждения 14 домов. По 5 утраченным жилым помещениям в рамках акции «Добрые дела» строятся 3 жилых помещения. И отдельно сейчас прорабатывается вопрос о строительстве 2 ИЖС для 2 семей. Тем временем в столице республики состоялось заседание правительственной комиссии, посвященное вопросам доставки жизнеобеспечивающих грузов в регионе. На сегодня уже 512 тысяч тонн грузов доставлены в пункты назначения. В настоящее время начинается активная фаза перевозок в Арктику. Общий объем поставок составляет 326 тысяч тонн. Из них отгрузили уже 160. Перевозки по реке Лени начались 20 июля. Комиссия отмечает незначительное отставание по отгрузке угля по сравнению с прошлым годом. В связи с этим даны поручения нарастить темпы отгрузки и перевозки всех жизнеобеспечивающих грузов. И на сегодня даны поручения хозсубъектам нарастить темпы отгрузки и перевозки жизнеобеспечивающих грузов. Но наше министерство мониторит доставку жизнеобеспечивающих грузов в ежедневном порядке. Все возникающиеся вопросы решаются на оперативном совещании, которое мы организуем практически ежедневно. Средний размер военной пенсии в России в этом году составляет порядка 45 тысяч рублей. Об этом 6 августа заявил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин. Базу для начисления, по его словам, составляют оклад по воинской должности, оклад по званию и различные надбавки. При этом пенсия рассчитывается не от полной суммы такового денежного довольствия, а от ее части, в зависимости от выслуги лет. При минимальной выслуге в 20 лет берется 50% от довольствия. За каждый последующий год добавляется по 3%, но не более 85%. Затем применяется понижающий коэффициент, который в этом году составляет 93,59%, отметил парламентарий. Гавырин также подчеркнул, отдельно при расчете учитывают районный коэффициент, если военный, допустим, служил в местности с особыми климатическими условиями. Известному спортсмену, талантливому спортивному журналисту и радиокомментатору Василию Посельскому 75 лет. С юбилеем его поздравила спортивная общественность, друзья, коллеги. Василий Посельский со школьного возраста связал свою жизнь со спортом. В 1968 году на первых играх в Анчару он стал победителем среди детей по национальным прыжкам. Через пару лет выполнил норму мастера спорта ЕССР, а затем и РСФСР. Сегодня является победителем и призером различных республиканских, дальневосточных соревнований. С успехом участвовал в российской спартакиаде среди ветеранов. А с 1998 года известен как спортивный журналист. Спорт для меня – это моя жизнь, мое увлечение, мое хобби, моя радость, мое удовольствие, стремление к высотам. Тренером у меня были учителя физкультуры. Василий Петрович Захаров, Иван Иванович Ефремов, Василий Николаевич Оконечников, много их. Вот люди, увлеченные своей специальностью, своей профессией, вот учителя физкультуры. Для меня они делали очень многое и привили любовь к спорту. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям и продолжаем тему здоровья. Жители и гости Якутска смогут пройти бесплатные медицинские осмотры у квалифицированных специалистов в удобное вечернее время в рамках проекта «Добрый вечер, доктор». Акция направлена на повышение доступности медицинских услуг и профилактику заболеваний. В рамках акции горожане смогут получить консультации врачей различных специальностей и возможность пройти диспансеризацию. Подробнее об этом замечательной акции расскажет наш гость, главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Айталина Константиновна Таронова. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть. Спасибо. Ну, расскажите, пожалуйста, что за акция, потому что удивительно звучит, что в вечернее время можно посетить врача. Ну, на самом деле, эта акция у нас проводится с 2023 года на площадках города Якутска. Мы его распространяли еще по нашим районам.
То есть наши районные больницы тоже, поликлинические отделения выходили на свои площадки или на территории своих больниц проводили эту акцию. Эта акция действительно направлена на доступность оказания профилактической медицинской помощи, выявление хронических неинфекционных заболеваний у граждан, да, нашей республики и факторов риска их развития. Но в городе Якутске у нас проводится силами первичного звена, то есть это те же поликлинические отделения, да, и они на территории, которые сами обслуживают, они выходят на площадки и проводят медицинские осмотры граждан где-то с 5 до 9 вечера. Почему с 5 до 9? Потому что данный вид медицинской помощи, он направлен для граждан, которые работают, да, и не имеют возможности прийти в рабочее время, да, или в выходные дни. Акция проводится с 5 до 9 вечера, с понедельника по субботу. И кроме этого у нас есть акция, также называется «Здравосмотр». Она тоже проводится у нас не первый год. У нас в республике есть центры здоровья, которые у нас развернуты в рамках национального проекта здравоохранения, да, и сейчас имеют продолжение в новом национальном проекте «Продолжительная и активная жизнь». И эти центры здоровья у нас проводят акцию «Здравосмотр». На территории города Якутска она проводится у нас Республиканским центром общественного здоровья и медицинской профилактики и проводится на территории парка. У нас городского парка есть лесная библиотека, туда можно подойти тоже с 2 часов дня до 8 вечера и пройти там беседу с терапевтами, консультации специалистов. Это консультации специалистов направлены в основном на профилактику. То есть могут подойти горожане, спросить интересующие вопросы по питанию, по здоровому образу жизни и так далее, и так далее. С осмотром более-менее все понятно. То есть мы имеем терапевтический осмотр полный, да? А какие анализы возможно сдать в рамках акции? В рамках 2 акций можно пройти мероприятие диспансеризации. У нас есть диспансеризация, мы всем об этом рассказываем, все наши и общественники об этом говорят, и органы власти, и муниципальные, и главы муниципальных образований всех призывают пройти. Диспансеризация, это комплекс мер, комплекс анализов, которые направлены на выявление хронических заболеваний, и таких как болезни системы кровообращения, такие как сахарный диабет, злокачественного образования. Берут анализы крови для этого, электрокардиограммы проводят тонометрию, антропометрию, беседы проводят, анкетирование, скрининги проводят. И на сегодняшний день при нами принято решение немножко расширить программу нашей профмероприятий и включить туда еще на территории города ультразвуковую диагностику и еще некоторые анализы. То есть достаточно большой комплекс. Да, достаточно большой комплекс, да, и это все делается для населения нашего города и в целом республики. Как вы полагаете, в чем заключается основная важность данных акций? Я понимаю, это наибольший охват населения. Это не только количественное направление, да, наибольший охват, он для того, чтобы в целом, как я выше говорила, это доступность, во-первых, для определенной категории, да, которые не имеют возможности в определенное время прийти. И она направлена на выявление именно заболеваний на ранних стадиях. Потому что мы все знаем, об этом все всегда говорим, что на ранних стадиях, если выявляем те или иные заболевания, мы вполне очень успешно можем проводить лечение, оздоровить людей. Такие заболевания, как злокачественного образования, да, на первых-вторых стадиях полностью поддаются лечению. Продолжительность акции сколько будет и где еще раз можно обратиться? Узнать, уточнить местонахождение. Продолжительность акции мы до конца августа месяца точно будем выставлять, а там по погодным условиям посмотрим, потому что у нас погода тоже, да, сама шепчет, как нам жить. И до вечера будем проводить, также до 9 вечера. То есть, пройти можно будет, получается, в парке, услышали? В парке и на площадях города Якутска. Это на Комсомольской площади у нас развернута акция, возле торгового центра «Оригинал», возле торгового центра «Прометей» на Лермонтова, по улице Лермонтова, на птицефабрике у нас тоже развернута. На этих площадках. И по районам там поликлиники тоже разворачивают на площадях. То есть нужно будет уточнить, в общем-то, если увидели на площади, значит, можно прийти. С собой какие-то документы необходимо иметь? В принципе, особо нету. С собой обычно люди паспорт таскают, СНИЛС носят с собой, да, но в принципе это не важно. Не обязательно идти именно на птицефабрику, раз ты прикреплен там городской больнице номер 3, например, да, можно пройти на любой локации. То есть мы не претендуем на
то, чтобы человек именно шел в той больницу, на территории той больницы, в которой он обычно ходит. Ну, то есть где успел, Да, по где месту нахождения успел, работы, да, ты обязательно. бежал. После окончания акции диспансеризация же продолжается, то есть ее можно пройти и в поликлинике. Вот для этого что нужно сделать? Да, у нас диспансеризация вообще проводится в 2 этапа. Мы сейчас развернули первый этап мероприятия, и второй этап можно проходить по месту жительства. Для этого медицинские организации, служба медицинской профилактики, они записывают планово на прием к врачам-терапевтам, к узким специалистам, поэтому по маршрутизации им специалисты колл-центров больниц обзванивают и записывают на определенное время и приглашают на осмотр. В этом есть удобство для пациентов. Да, ну, в общем-то, если есть желание, можно найти способ. Да. Спасибо большое. И в завершении ваши пожелания нашим телезрителям. Спасибо. Я бы хотела призвать население республики, чтобы посещали больницы обязательно с профилактической целью. Никогда не надо бояться медицинских работников, медицинской службы и обязательно быть здоровыми. Спасибо большое. Я уверена, что с такими акциями население точно будет более здоровым. Спасибо. Дорогие друзья, ну а далее мы хотим вам рекомендовать, если вы уже построили свои планы, дошли до врачей, у вас все хорошо, почему бы не ознакомиться с тем, чтобы в выходные с учетом погодных условий посетить кинотеатр? Что же там можно увидеть? Смотрите в августе в кинотеатрах Якутска. Индонезийский хоррор «Женщина в черном. Невеста дьявола». После свадьбы Ариэль начинает сниться один и тот же кошмар, как ее соблазняет демон. Постепенно ее видение проникает в реальность. Зло ходит за ней по пятам, и кажется, у нее внутри растет нечто страшное. Демонолог уверен, что она избрана невестой дьявола, и теперь ей надо пройти через мрачный обряд, чтобы снять с себя черную метку и не принести в мир дитя тьмы. Демон, покинь женщину в черном. Не быть ей невестой, не явится дитя тьмы, не откроется портал в ад. Женщина в черном. Невеста дьявола. В кино с 7 августа. Кто круче плохишей? Только плохие девчонки. Плохиши возвращаются в новой главе анимационного хита «Плохие парни 2». На этот раз первоклассная банда преступников сталкивается с трудностями на пути к доверию и принятию в своей новой роли хороших парней. Однако их отставка неожиданно заканчивается, когда женская банда преступниц заставляет их взяться за последнее дело. Я кисонька, а это мои помощницы. То есть вы плохие девчонки? А плохие парни нам помогут провернуть ограбление века. Ты, видно, не в курсе, но мы с этим завязали. Ничего, как завязал, так и развяжешь. Для поклонников анимационного кино с 14 августа стартует премьера германского и великобританского мультфильма «Пушистый форсаж. Гран-при». Главная героиня, малышка по имени Эдда, с детства грезила о ревущих моторах и головокружительных скоростях. Ее мечта оказывается на расстоянии вытянутой лапки. Неподалеку стартует масштабнейший Гран-при. Но случайная встреча с ее кумиром, звездным гонщиком Эдом, оборачивается неожиданным поворотом. Он выбывает из игры, и теперь именно Эдда должна занять его место. Скрываясь под его шлемом, она бросается в бой против самых быстрых и самых пушистых зверогонщиков планеты. Пушистый форсаж Гран-при. У тебя рука как вермишель. Я здесь. Вот твоя рука. Поздравляю, она не сломана. Ну, это можно сделать в выходные, посмотреть что-то такое увлекательное. Вообще, я точно обожаю мультики, особенно если в компании с детьми. Ну, а прямо сейчас для настроения хотим вам продемонстрировать небесный инструмент. В Улан-Удэ начали возрождать игру на небесном инструменте. Предлагаем и вам насладиться звучанием гуслей. Эти звуки в Древней Руси называли голосом богов. Гусли появились на свет более 1000 лет назад. Они были любимым инструментом Ивана Грозного и Петра I. Правителям бы понравилось, как ими владеет Полина Батурина.
это именно то, что я хотела от музыкального инструмента. Это ощущение гармонии. Его Полина искала во многих инструментах. Перебирала струны на укулеле, била по глюкофону, дула во флейту, но отдачи от них не чувствовала. У одной из моих подруг дома были фольклорные гусли. Я иногда сижу и думаю, а что меня так радовало до них? Вспоминает, последний раз так радовалась в детстве, играла на фортепиано. Жизнь с ним не связала, но сейчас благодарна себе за эти навыки. У меня есть вот этот рассинхрон рук, то есть я могу играть разные мелодии разными руками. Я же вот могу щипать струны, да? Но красивый перебор получается, если соскальзывать со струны, то есть... Слышите, да, как они звучат глубже прямо? Для Полины сложнее всего перебирать струны на публике. Волнение берет свое. Чтобы побороть страх, выступает везде, где может. Сыграла у дяди на юбилее, у своего папы на юбилее. В общем, я просто прихожу и гусли, у меня есть гусли, давайте я поиграю. Все ради этого момента. Мы идем на мой первый гусельный вечер. Выступление хоть и первое, но репертуар, как у опытного гусляра. Поет на русском, английском и даже древненорвежском. Я не уверена, что я пою правильно, но вроде бы так. Мне хотелось сыграть на гуслях как можно более разные песни. Собирать гусельные вечера чаще. Они будут проходить в Музее истории Улан-Удэ. Если и вы хотите насладиться небесным звучанием, информацию о концертах ищите в социальных сетях музыканта. Александра Фишева, Евгений Сагадаев, телекомпания «Арикус». Ну что, возможно, и вас вдохновит играть на гуслях. Почему бы и нет? Это удивительно и очень красиво. Кстати, сегодня такой же удивительный, замечательный день, 7 августа, когда переплетаются древние традиции, небесные явления и современные парадоксы. Вот самые необычные грани этого дня. День собирания звезд. Загадываем желание под звездопадом. Космическое шоу «Пик метеорного потока Персеиды», когда Земля проходит через шлейф кометы. Сотни падающих звезд освещают ночное небо, идеально для романтиков и мечтателей. А также сегодня день холостяка. Что, поздравляем вас, дорогие мужчины. Но знаете, что холостяки в возрасте от 19 до 44 лет рискуют умереть на 58% раньше женатых. Да, вот такая статистика. В России разрыв продолжительности жизни достигает 80%. Повод задуматься. Праздник вообще возник в 1990-х годах как госпрограмма Китая для контроля рождаемости. Вот такой парадокс. Ну а прямо сейчас узнаем, чем еще интересен сегодняшний день. На календаре 7 августа. Сегодня День службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России. По народному календарю в этот день чествуют святую Анну, мать Пресвятой Богородицы, бабушку Иисуса Христа. Анна, хотя и носила на Руси прозвище Летней, считалась зимоуказательницей. По приметам этого дня судили о том, какой будет зима. О грядущих морозах говорили холодные утренники на Анну. Этот день в истории. В 1525 году в Новодевичий монастырь торжественно перенесен образ Богоматери Адигитрии Смоленской. В 1565 году русский первопечатник Иван Федоров приступил к изданию «Часовника». В 1714 году русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны. В 1720 году во время Северной войны русский флот одержал победу над шведской эскадрой у острова Грингам. В 1803 году началось кругосветное путешествие парусных шлюпок «Надежда» и «Нева». В 1870 году Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». В 1941 году в этот день летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран.
А в 1887 году американка Лин Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию. Также в этот день исполняется 75 лет со дня обнаружения Вилюйской партии, руководимой геологом Фанштейном, первого якутского алмаза весом около 5 миллиграммов на косе Соколиной по реке Вилюй на территории Западной Якутии. В этот день родились Константин Случевский, русский поэт, прозаик, Федор Шехтель, русский архитектор, живописец, сценограф, Мата Хари, танцовщица, куртизанка голландского происхождения, известная шпионка. В этот день также родилась Надежда Дмитриева, журналист, заслуженный работник культуры, отличник культуры, лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Никифорова Кюльмнюря в области журналистики. В 1954 году родился также Валерий Казаев, советский футболист, российский тренер, призер Олимпийских игр. Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Ираида, Макар и Николай. Вот такой сегодня замечательный день. Вообще, у нас замечательный регион. Якутия — регион, где суровые климатические условия и удаленность делают логистику настоящим вызовом. Но сегодня здесь происходит революция благодаря инновационным технологиям и смелым проектам. Доставка грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов становится реальностью. Подробнее в следующем сюжете. Посылка упакована, миссия загружена. Дрон готов ко взлету. Стальной курьер с ценным грузом на борту отправляется в путь. Через 15 минут посылка будет уже на другом берегу реки Лены. Это не тестовый полет. Это рабочие будни первого в России сервиса регулярной беспилотной доставки грузов. И создали этот прорыв именно здесь, в Якутии. Мы сделали это, знаете, вот, не знаю, реализация мечты наших предков, наверное, да, перевозить грузы по воздуху через нашу большую, огромную, красивую реку Лену. Это федеральная река, расстояние более 10 километров. Мы даже не ожидали, честно говоря, что у нас получится, потому что это сложный технический проект, это сложный политический проект, да, и сложный в целом инфраструктурный проект. И такой вызов. И нам помогли коллеги, конечно, из Екатеринбурга, которые тоже нам дроны привезли, да, и мы начали все это тестировать. И вот в первом торжественном запуске мы сделали вот якутский обряд посвящения, благословения, это алгыс. И после этого такие, говорим, пусть получится. И мы просто взяли, все сделали, технически все это выполнили и решили запустить. И получилось, представляете, огромную реку пересечь за 15 минут благодаря тому, что летишь прямо, благодаря тому, что ты не борешься с волнами. И ветер способствовал. Поэтому это такой торжественный момент был. И это пошло. Запустилось, первый груз полетел. Теперь отсутствие моста больше не проблема. Каждый полет дрон может перевозить до 10 килограммов груза. Собственно, здесь у нас представлен как раз-таки дрон «Муравей». Отлетать от оператора он может на удаление 15 километров без потери радио-видеосвязи. Также дрон успешно справляется с порывами ветра до 15 метров в секунду. В воздухе может находиться до 30 минут. В общей сложности операторы выполняют до 10 рейсов в день. Взлеты и посадки производятся на специальной площадке, оборудованной на станции Намыв в Якутске. Жители Нижнего Бестяха уже заказывают с помощью воздушной переправы жизненно важные вещи – лекарства, свежие продукты и даже горячие блюда из ресторанов Якутска. И мы видим, что при этом очень много людей заказывают тех, которые все могли бы сами ходить по магазинам, но они ценят время свое настолько. Молодые матери, немолодые матери, у которых малолетние дети, которые понимают, что чтобы выйти куда-то в магазин, это целая эпопея и такой вызов, да, квест. На достигнутом якутские энтузиасты не останавливаются. Уже в планах значительное расширение сети маршрутов к другим труднодоступным поселкам и увеличение грузоподъемности летающих курьеров. Дальше мы в этом году, вот в 2025 году, планируем, как сказать, с Божьей помощью, планируем сделать так, чтобы запустились города Благовещенска в Амурской области, Находка, Артем и, конечно, сам Владивосток в Приморском крае и в Хабаровском крае город Хабаровск мы хотим запустить. Вот такие достаточно большие амбициозные планы. Особый вызов – круглогодичная доставка в условиях экстремального климата. Хотя зимние испытания при минус 50 градусах еще впереди, все необходимые меры уже были приняты. Зимой, как я понимаю, то есть у нас здесь будут испытания уже при местных температурах пониженных.
Наши дроны летали в минус 35 в Красноярском крае, успешно справлялись с этими низкими температурами, но в минус 50 мы пока еще не летали. Это для нас новое испытание, так скажем, и мы надеемся, что очень успешно его пройдем. Служба воздушной доставки уже успешно перевезла около 100 килограммов груза, и это лишь начало. Благодаря передовым технологиям и настойчивости команды воздушная доставка станет надежным связующим звеном для всех жителей Якутии. Илана Захарова, Илья Сыромятников, Якутск. Очень интересно. Мне кажется, это вот настоящее будущее, которое мы наблюдаем сейчас. Ну, есть вещи, которые нужно увидеть своими глазами. В этом году в питомнике лесных бизонов Усть-Ботома в Хангаласском Улусе на свет появилось 10 бизонят. Самый юный из них родился в июне. Наш корреспондент Виолетта Засимова побывала в питомнике и узнала о жизни лесных гигантов, и сейчас нам все расскажет. Лесных бизонов завозили в Якутию из Канады 4-жды – в 2006, 2011, 2013 и 2020 годах. Первая партия, состоящая из 30 особей, 15 самок и 15 самцов, обосновалась в местности Устья-Ботомы. Здесь впоследствии был создан питомник лесных бизонов, который успешно функционирует и по сей день. Возглавляет питомник Семен Егоров, лауреат премии главы Якутии «Человек труда». Вот наших бизонят привезли вот на таких трейлерах. Вот. В одном трейлере вмещается по 10 телят. Это вот эти трейлеры – это дар правительства Канады. Как и животных, так и трейлеров – это дар правительства Канады. Сейчас общее поголовье бизонов составляет 40 особей, 22 самки, 8 быков и 10 телят этого года. Все они свободно пасутся на 122 гектарах огороженной территории. Летом пропитание они добывают самостоятельно, зимой же работники питомника подкармливают животных сеном и комбикормом. Летом сами косим траву. Нам за зиму надо 120 тонн сена заготавливаем. Этот звук, похожий на мурчание, голос самца, ухаживающего за самкой. У бизонов начался брачный период. Вот каждый год получаем стабильно по 10 телят. Но это говорит о том, что у нас хорошая кормовая база. По словам сотрудников питомника, бизоны уже полностью адаптировались к суровому якутскому климату, хотя это и повлияло на продолжительность их жизни. Если в Канаде средняя продолжительность жизни составляет 25 лет, то у нас будет покороче. Стоит отметить, что помимо Усть-Ботомы в Якутии действует еще один питомник лесных бизонов в Горном Улусе, где животных выпускают в дикую среду. Весной также был введен в строй третий специализированный питомник на границе Сунтарского и Алекминского районов. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. Я уверена, что это стоит увидеть своими глазами. По-моему, удивительное зрелище. Такие прям настоящие луга с бизонами. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какие новости нам подготовили. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. С момента запуска программы «Дальневосточная арктическая ипотека» жителям Якутии выдали 29 639 кредитов на общую сумму около 154 миллиардов рублей. С начала этого года 2241 кредит на сумму в 13,6 миллиардов рублей, в том числе 433 на строительство жилья. Об этом рассказали в Министерстве строительства региона. Программа, напомню, инициированная президентом России Владимиром Путиным, призвана поддержать молодые семьи, привлечь в регион специалистов, активизировать жилищное строительство и способствовать социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктики. Она позволяет приобрести жилье в регионах ДФО по ставке не выше 2% годовых до 2030 года. Накануне глава Якутии осмотрел ход строительства арктического центра эпоса и искусств, уникального культурного объекта, готовность которого составляет более 80%. В строительстве задействовано более сотни специалистов и 8 единиц техники. Завершено возведение монолитного каркаса, смонтирован фасад, выполнено утепление кровли. Продолжаются гидроизоляционные работы. Во внутренних помещениях на всех 7 этажах завершается кладка перегородок, проводится штукатурка стен и облицовка центрального холла. Арктический центр объединит под одной крышей Государственную филармонию, театр Олонхо, а также пространство для выставок и деловых мероприятий.
Строй готовности составляет процентов 85. Сейчас проводятся работы у нас по устройству сухой стяжки пола. Стены у нас высокие, 9-метровые, поэтому они еще усиливаются металлическими конструкциями. Также в зале филармонии идет монтаж колосников. Проводятся уже отделочные работы на этажах, имеется в виду штукатурные работы стен, потолков. Проводится отопление. В 2027 году в Нюрбинском районе пройдут 9-е игры народов Якутии. К спортивному событию началось строительство крупных спортивных объектов. Это стадион на 3000 мест, теплым легкоатлетическим манежем и физкультурно-оздоровительный комплекс на 500 мест с бассейном. На строительной площадке сегодня трудятся в общем более 40 специалистов. В этом году планируется завершить демонтажные работы, фундамент, цокольное перекрытие, а также возведение металлокаркасной конструкции. Тем временем в Агату активно готовятся к празднованию 90-летия местного ипподрома. В рамках юбилейных мероприятий 23 августа состоятся межрегиональные конные скачки. Организаторы, тренеры, жокеи ведут подготовку к зрелищным состязаниям. К участию допускаются скакуны чистокровной верховой породы, которые будут соревноваться на 7 дистанциях. Также будет проведено отдельное соревнование для лошадей якутской породы. Ожидается прибытие участников из Забайкалья, Бурятии и других регионов страны. Тренировки проходят тщательно. Каждое утро бег рысцой и галопом по кругу, соблюдение рациона питания и индивидуальный подход к каждой лошади. Кроме того, ведется и подготовка беговой дорожки, ипподрома и стартовой пусковой машины. Впервые будет проведено дерби Дальнего Востока. Приглашены участники из Забайкальского края, Бурятии и Агинского автономного округа. Они уже подтвердили. Впервые за много лет будет проведена рысь под седлом. Будет приглашен гость из Москвы, мастер-наездник международного класса, уроженец города Якутска Владимир Моисеевич Попко. Его отец Моисей Гидальевич был директором якутского ипподрома и по личному приказанию Буденного был переведен с якутского ипподрома на Московский конный завод. Между скачками будут проведены показательные соревнования по конкуру, преодоление препятствий на мощность прыжка, скачки на пони, самый такой смешной. И зрители очень веселятся, потом благодарят, когда маленькие дети на маленьких пони скачут. Плюс вот эти пони будут участвовать в нашей ОЛСКе. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Мы всегда спешим поделиться самыми последними событиями. Итак, на прошлой неделе в Казани прошел первый чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» среди участников специальной военной операции. Чемпионат объединил более 250 конкурсантов из 79 регионов России, которые соревновались в 15 компетенциях – от промышленной робототехники и веб-разработки до управления беспилотными аппаратами. Якутию на чемпионате представил участник специальной военной операции Дмитрий Килигин в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей». Подробнее о чемпионате нам расскажет сам Дмитрий Феликсович и руководитель Центра развития профессиональных компетенций Института развития профессионального образования Якутии Елена Николаева. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть, с такими интересными новостями. В этом году движение «Обилимпикс» в Якутии исполнилось 10 лет. Да? Елена Семеновна, расскажите, пожалуйста, о самом движении и с чего все началось. «Обилимпикс» — это чемпионат для участников с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Участвуют такие категории, как школьники, студенты, специалисты. И Якутия присоединилась к этому движению в 2016 году. Тогда было впервые проведено 5 компетенций и участвовало всего 22 конкурсанта. Ничего себе, всего сразу. Да. И в этом году у нас прошел 10-й юбилейный региональный этап, и там уже приняло участие 348 конкурсантов, и география наших участников тоже расширяется. Также у нас уже имеется 14 площадок, где проводятся вот эти соревнования. От Нерюнгри до Якутска, и у нас уже участвует муниципальное образование. Это школьники со всех районов тоже могут прийти и участвовать в этом чемпионате. И еще у нас обширная программа. Это деловая программа, профориентационная, также мастер-классы и фестиваль возможностей для участников с ментальными и интеллектуальными нарушениями здоровья.
Ну, получается, достаточно обширная программа и возрастная группа. Возрастная группа, да. Это могут участвовать школьники от 14 лет, студенты среднего профессионального образования и высшего образования, и специалисты, которые окончили тоже среднеспециальное и высшее образование, и те уже, кто работает. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну вот интересно, как вы узнали о таком движении и выбрали такую сложную компетенцию ремонта и обслуживания автомобилей? Ну, достаточно такая прикладная компетенция. Да, в принципе, узнал я в фонде защитника Отечества. Там у меня есть куратор, она мне сказала, не желаешь поучаствовать? Как бы ты же водитель в прошлом. Ну, я согласился. Как бы ничего такого сложного для меня нет. Ну, а подготовка как? Не было сложно? Ну, подготавливался. Я работаю, и получалось раз в неделю мы в училище там со своим наставником, с Павлом Улисовым. Как-то специфика отличается от прикладной? Ну, то есть что-то нужно было новое узнать? Кое-что новое — это измерительные приборы. А так в основном все одно и то же. Всё начиная так же. с мопеда и кончая большими машинами. Ну, мы знаем, что сформировалась уже даже сборная Якутии. Вот какие у нее результаты и какие имена были открыты, кто в нее входит? По результатам регионального этапа у нас проходили отборочные этапы. Это, получается, Сибирского и Дальневосточного федерального округов. Соревнования проходили в 3 областях. Это Новосибирская, Сахалинская и Красноярский край. Туда у нас выезжали 34 участника. И из них у нас есть 15 призеров, и 2 конкурсанта у нас заняли первые места, и они должны выехать на участие уже на финал в Москву. Финал у нас проходит ежегодно в конце октября в городе Москве в Гостином дворе. Какой-то отбор еще будет внутренний? Внутренний уже закончился. То есть уже сформирована? Да, сформирована уже сборная финала, и там у нас уже участвует 6 конкурсантов. Это 4 конкурсанта, которые прошли без отбора, и 2, которые прошли отборочные испытания в этих 3 областях. Ну вот 4 дня в Казани, они были достаточно насыщенными и сложными. Ваша оценка данного мероприятия как? Что было сложно, что было интересно, какие модули давались легко, что было интересно, может быть, что-то для себя подчеркнули, может, не знаю, направление решили поменять профессиональное? Да нет, в принципе, направление не решил поменять. Модули в основном были, 2 у меня модуля было. Двигатель и коробка передач. Ну, то есть для меня это вроде нормально. С двигателем как бы справился быстренько, а вот с коробкой повозиться пришлось. Новая коробка вообще абсолютно. Раньше аналогов нет. С этой коробкой нет, точно. То есть пришлось на месте обучаться? Да, на месте обучался. Наставник помогал, и плюс были хорошие эксперты. Тоже. Ну, как вы оцениваете, вот вам это в дальнейшем пригодится, опыт такого участия? Ну да, конечно, пригодится. Любой, как говорится, опыт, он всегда пригождается. Будете осваивать, не знаю, новые коробки передач? Нет, новые коробки не буду осваивать. В принципе, если будут еще соревнования, могу еще поучаствовать. Вы как оцениваете результаты участия? Во-первых, чемпионат Олимпикс, он помогает и студентам трудоустраиваться, и школьникам социально адаптироваться в обществе. Оно имеет для них большую роль, потому что у нас некоторые участники впервые выезжают за пределы республики. Видят большие соревнования, как они проходят, знакомятся с новыми людьми, и у них расширяется кругозор. У них развиваются профессиональные навыки, это самое главное, да. И наши студенты, которые участвовали, школьники, которые участвовали в чемпионате Олимпикс, они могут уже хорошо поступить в колледжи или же в институты университета. Ну, а вы скажете, это для студентов понятно, что очень интересно. Для взрослого человека такой опыт выезда, коммуникации, возможности пообщаться с профессиональной деятельностью, даже с наставником, что дает? Во-первых, опыт дает. Интерес, кругозор расширяется, плюс общение очень много, с разными регионами ребята приехали. Вы бы хотели порекомендовать присоединяться к таким соревнованиям и остальных участников специальной военной операции? Конечно. Во-первых, человек после СВО маленько чуть-чуть, как говорится,
Помогло ли вам это адаптироваться? Да, мне помогло. Здорово. Я стал бы как бы нужен обществу, скажем так. Да. Ну, мы в этом не сомневаемся. Вы уже для общества сделали так очень много. Так, ну, в октябре в Москве вот пройдет финал национального чемпионата. Что нас ждет в октябре? Уже известно? Да, ну вот 6 наших участников должны выехать. Это у нас, получается, участники по компетенциям зубной техник, администрирование баз данных, визаж и резьба по дереву. Там их ждет тоже обширная деловая программа, профориентационная программа, ну и сами соревнования. Вот сами соревнования будут состоять из чего? То есть там прям прикладные соревнования, то есть они прям будут что-то резать из дерева, прям показывать на специальных там приглашенных, получается, людях именно зубной техник, то есть какие-то процедуры. Как это вообще проходит и как они готовятся, самое главное? У них есть по 2 и по 3 модуля, они уже готовятся со своим экспертом. Конкурсные задания уже известны чемпионата. Ну, то есть достаточно все подготовлено. Все подготовлено. Ну, желаю вам успешно съездить в октябре, чтобы наша команда достойно себе сборная представила, чтобы ребята хорошо подготовились. Вот. Ну, и вам спасибо большое, что решились поучаствовать, сделали это успешно. Ну, и желаем дальнейших как можно больше интересных событий в жизни. Дорогие друзья, ну, а мы, в свою очередь, хотим сказать вам, что нужно активно принимать участие в любых таких вот движениях, поддерживать общественные какие-то акции, да, стремиться к знаниям. Ну, а прямо сейчас спешим напомнить, что же у нас за окном, потому что погода меняется. Напоминаем, что те, кто только проснулся, у нас достаточно сегодня прохладно. Сегодня в столице у нас в 6 часов утра температура 9 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер западный от 1 до 2 метров в секунду. Сегодня днем у нас пасмурно, без осадков, ветер западный от 1 до 3 метров в секунду, но порывы достигнут 9 метров в секунду. Температура днем в столице плюс 13, плюс 11 градусов. Всем еще раз желаем доброго утра, хорошего настроения. Начинайте утро вместе с нами. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где всегда можете посмотреть последние, самые интересные новости, самые интересные сюжеты, прочитать анонсы на следующий день. Доброго утра, хорошего настроения. До завтра.